Чувствую себя рок-звездой после Бахи. Так, ребят, подтягивайтесь. Настю все слышали? Кто не слышал, многое потеряли. Человек профессионал, человек очень внятно рассказал о том, что вы должны делать для того, чтобы быть успешными. У меня задача сложнее. Было у вас такое когда-нибудь в жизни, когда вы знаете, о чем говорить, но вы понимаете, что в зале будут разные люди, и кому-то нужно рассказать что-то там, а кому-то прям объяснить базу? Постоянно, да? Хорошо. Завидую. Вот у меня такая задача. Попробуем сделать все проще. Давайте начнем с базы. Готовы? Блин, сам с собой поговорил. Я люблю, конечно, с умным человеком поговорить. Ну? Да. Понимаю. Грузим, тем не менее. Вчера задавал вопрос. Может быть, сегодня ситуация изменилась. Есть кто-то, у кого нету аккаунта в соцсетях здесь? Руку поднимите, у кого нету аккаунта в соцсетях. Зачем вы там? Вопрос второй. Давайте попробуем разложить по полкам. Кто хочет стать благодаря этому более известным? Руки поднимаю. Круто. Честно. Абсолютно честно. Кто хочет зарабатывать на этом? Ладно. Окей. Интересно, на второй вопрос больше рук поднялось. Одно с другим связано. Ребят, давайте, я просто посмотрел статистику. Мне было интересно, когда мы говорим про конкуренцию, а вы понимаете, да, что если вы хотите быть в чем-то успешными, появится кто-то, кто скопирует. Особенно в Таджикистане. Если у тебя что-то хорошо, сосед говорит, я тоже так могу, и делает то же самое, но продает на один самос дешевле. Есть такое? Я просто залез, посмотрел статистику. Как вы думаете, сколько? Очень много — это не цифра. Это женский ответ. Давайте. 2 миллиарда. Ладно, черт с ним, здесь сайты тоже считаются. Как вы думаете? Шпион. Similar Web. Собственной персоной. Считает, статистика — это открытый доступ. Зайдите, посмотрите how many bloggers, и вам там ссылки прилетят. Сколько постов публикуется в блогах каждый день? Это много, ребят. Я почему об этом вам говорю, для чего я цифры показываю? Чтобы вы поняли, насколько сложно будет сделать одну вещь. Выделиться на их фоне. Если мы хотим быть успешными, хотим продукт наш информационный, что покупали, мы должны постараться, чтобы это все работало. Так лучше, не свистит? Ладно, теперь самый главный вопрос. Как быть заметным? Есть ответ на этот вопрос? У каждого из нас. Знаете, что такое контент? Да, нет, ладно, давайте все-таки поговорим. Даже если вы знаете, но не уверены, давайте, чтобы мы на одной странице были вместе с вами. У Насти было контекст-король, у нас контент-король. Слышали это выражение? Что такое контент? Все-таки еще у нас понятия нету. Давайте подумаем вот о чем. Контент. Контент — это то, что вы предлагаете людям, то, что люди могут получить у вас. В принципе, контент — довольно широкое понятие, мы об этом дальше поговорим. Просто сейчас достаньте ручку, бумагу или фотографируйте эту схему. Она будет повторяться у нас регулярно. Первое, с чего вы должны начать свой путь к успеху, это подумать о том, что вы будете делать, какой контент вы будете создавать. Это самое первое, что вам нужно понимать. Контент приводит к вам аудитории. Аудитория — это те люди, которые подписаны, которые кликают. Я знал, что нормальная вещь не может, которая называется «кли», и потом слово на таджикском языке обязательно подведет где-нибудь. Вообще смешная шутка. Кликер называется. Нет? Не дошло еще? Учим национальный язык. Так, аудитория. Если у вашего контента будет аудитория, будь то подписчики, будь то фолловеры, будь то кто-то, кто интересуется вашим контентом, мы или они сами придут к вам, рекламодатели. Что для вас рекламодатели? Как вы думаете? Браво! Деньги! Запомните эту схему. Она работает только так. Очень многие думают, что если у них есть контент, у них сразу появится что? Нет, неправда. Вся схема должна быть выстроена грамотно. Ладно. Они не отвечают на один вопрос. Что в основе? Кто со мной параллельно разговаривает?
В зале, да? Я думаю, это предки мои говорят, share. Окей. Ребят, контент. Хороший контент, он всегда стоит денег. Не думайте, что вы можете создавать контент без денег. Хороший контент стоит больших денег. Это однозначно. Так, ладно, давайте еще. Что вы понимаете под контентом? Где в основном? Молодцы. Первое, что приходит нам в голову, это цифровой контент, правильно? Но мы поговорим об этом позже. Сейчас я бы немножко, знаете, о чем сосредоточился? Я эту схему немножко изменил. Дело в том, что контент приводит аудитория, аудитория приводит что? Рекламодатели. Рекламодатели что приносят нам? Но это бывает не всегда. Ох, черт! Покушение на убийство. На самом деле, в некоторых ситуациях, когда вы делаете особенно офигительный контент, иногда бывает такое, что вот это вам не нужно. Бывает, что ваша аудитория приносит вам деньги. Про подписку слышали? Донейт и все остальное. И деньги вы должны обратно вкладывать в контент. Ребята, это непрерывный процесс. Если вы думаете, что можно один раз хайпануть, а потом на этом заниматься партизанским маркетингом, как у нас любят рассказывать, это не работает. Сарафанное радио в Таджикистане работает буквально 30 секунд. В современном мире и того меньше. Кто из вас пробовал что-то офигенное и потом ходил месяц об этом рассказывал? Есть такие необычные люди, да, в зале? Серьезно? Нет, подожди, мы про наркотики не говорим. И про мальчиков тоже. Про продукты? Точно? Сомневаюсь. Ребят, в основе всего лежат деньги. Давайте будем меркантильны. Вы все это делаете ради денег, правильно? Это очень важно. Когда мы говорим, почему, честно признаемся, почему мы это делаем, нам становится понятно, в какой среде мы находимся. Если мы это делаем ради славы, мы можем делать какие угодно вещи. Я слышал про одного художника, который прибил себя за мошонку к Красной площади, к брусчатке. Видели его? Стал он знаменитым? Заработал он денег? Мы про деньги говорим, правильно? Первое условие – это деньги. Ладно, вернемся к контенту. Мы говорили, что бывают разные типы контента. Влоги разные, видеоблоги, блоги. Всякие вещи, которые вы можете показывать людям, как вы это делаете, и говорить, сделай это сам. Развлекать людей. Вы можете стримингом заниматься. Кстати, о стриминге рассказывал сейчас Ромка в подвале почему-то. Вы можете вести паблики. Ребят, на всякий случай сфоткайте. Потому что если вы думаете, что вам обязательно нужно вести какой-то видеоблог, и на этом вы заработаете, ничего подобного. Серьезно. У вас очень много инструментов для того, чтобы производить контент. Но все-таки мне не нравится, что когда мы говорим про контент, мы говорим только про веб. Подкасты. Контент. Телевизионные проекты. Интервью. Письма написанные. Всякие вещи, которые связаны с разговорами. Картинки, которые вы делаете. Лонгриды. Видео. Все это контент. Я бы на вашем месте подумал вот о чем. Думайте о контенте, когда вы думаете о любом информационном продукте. Любой информационный продукт – это контент. Серьезно. Мыслите шире. Почему это важно? Потому что как только мы говорим деньги и продукт, сразу возникает одна очень важная вещь. Мы говорим про бренды, мы говорим про маркетинг. А это уже моя территория. Смотрите, когда мы говорим про маркетинг, я сейчас покажу одну картинку, и вы хором скажете, о чем идет речь. Господи, я вам только бутылку показал, даже бутылку не видно, силуэт. Молодцы. Coca-Cola лучше других знает, что такое продукт. Если Coca-Cola делает что-то, повторяйте за ней, вы никогда не ошибетесь. Серьезно. Самая большая беда отечественных рекламодателей, да и в принципе медиа, не понимая, как действует бизнес-процесс, они начинают изобретать велосипед. Они придумывают самые сложные схемы, они начинают, а давай мы вот это сделаем. Они придумывают какую-то глупость, говорят, классно, мы ее сами придумали, давай ее сделаем. Не делайте так, повторяйте за другими. Япония, производитель электроники номер 1. С чего они начинали? Копировали. Китай, экономика номер 1. С чего они начинали? Копировали. Кто из вас не умеет писать руками уже? Ну, я имею в виду не набирать, а писать вот так. Что вы делали сначала? Обводили буквы, которые были пропись. Правильно, молодцы. Поэтому копируйте. Давайте, как Coca-Cola добивается успеха. Coca-Cola очень четко понимает три вещи. Первое. Она знает, кому она продает продукты, кто ее целевая аудитория. Второе.
Она знает, почему покупает аудитория ее продукты. И третье, аудитория знает, почему нужно купить именно ее продукт. Ребят, запомните, это вам гораздо проще будет. Мы в банки приходим, известные, мы говорим, ребята, ответьте на вопрос, наша целевая аудитория. Все. Окей, хорошо. А что вы им продаете? Все. Почему они должны купить у нас? Мы надежный банк. Я скажу, на заре экономики это работало. Это работало, когда задача была произвести как можно больше глиняных горшков хорошего качества. Тогда это работало. Сейчас ситуация такая. Любой продукт выберете, вы найдете огромное количество предложений. Я как-то пытался сформулировать одну мысль. Как показать разнообразие продуктов, но сделав это в смешной форме. Абсурдной форме. Я просто загуглил такую вещь. Презервативы со вкусом клубники. Потому что мне казалось, это не самый популярный запрос. Как вы думаете, за 0,6 секунды сколько вариантов этих вывалилось? 2 миллиона 300 тысяч. То есть на любой продукт, на любое ваше безумное желание в Гугле есть огромное количество предложений. Задумайтесь, вы находитесь в конкуренции, вы производите информационный продукт. Вы четко должны отвечать на вопрос, и вы должны понимать, если вы это делаете ради денег, это маркетинг. Если вы это делаете для себя, это хобби. Первое, кто наша целевая аудитория? Второе, почему они приходят ко мне каждый раз? Настя немножко касалась, она говорила об этом, но она говорила об этом профессиональным сухим языком. Мы ее поняли, мы сидели и говорили, блин, правильно говорит, почему мы про это не говорим нашим рекламодателям? Но мы попытались упростить. Второе, что вы продаете, какую потребность вы удовлетворяете, почему люди к вам приходят? Это может быть 5-й размер. Это может быть интересная мысль. Это может быть что-то, что вы делаете руками. Это может быть просто ваша харизма. Но вы должны четко понимать, из-за чего люди к вам приходят. И последний вопрос. Если там много конкурентов, почему они должны приходить к вам? Вы должны об этом говорить. Все знают, да, есть такая штука. Меня не слышно, да? Слышно? Но это тебе не слышно. Я тебе потом отдельно расскажу. На Ютубе были? А то вы меня пугаете, ребят. Знаете, да, Ютуб? Там, да, даже мой сын закричал 7-летний. Да. Там есть такая штука, колокольчик, видели? Как часто вы на него подписываетесь? Постоянно, только если вам это интересно. В тренде заходите, смотрите разные видео, вы можете даже лайк поставить, но это не значит, что вы подпишетесь. Вам очень четко нужно для себя ответ давать, почему люди должны щелкнуть на этот колокольчик и постоянно следить за вами. Запишите это. Пусть это у вас где-то будет записано. Потому что мы говорим про маркетинг. Все, забыли, это не хобби. Если вы собираетесь зарабатывать на этом деньги, это должно быть профессионально. Правильно? Кому продаем? Это так называемые целевые потребители. Здесь есть маленькая хитрость. У вас есть, на всякий случай просто сфоткайте, чтобы вы понимали, целевые потребители кто. Немножко науки, ребята, наука. Слышали, да? Все знают, да, что маркетинг – часть экономики, экономика – часть… Это наука. Экономика – наука, значит маркетинг – наука, значит все можно посчитать. Но все-таки не об этом. У вас есть две группы. Там видели, там есть в описании о том, что это те люди, которые принимают решения и влияют на принятие решения о покупке. То есть вам нужно всех учитывать. В данном случае что мы имеем в виду? Первое – это те люди, которые подписываются на вас, те люди, которые вас фолловят. Это основной ваш капитал, ребят. Серьезно, когда у вас есть контент, самое важное – это те люди, которые приходят смотреть этот контент, читать, лайкать и взаимодействовать. Это принципиально важно. Поэтому если вы производите хороший контент, но не отвечаете на комменты, приведет это вас к успеху? Если вы отвечаете на комментах, но собачитесь там, приведет это к успеху? Молодцы. Все понимают, да, это? Запишите это, чтобы потом в следующий раз не забывать. Мы, рекламодатели, обращаем внимание на два важных фактора, когда мы приносим деньги нашим партнерам. Первое – это, вы, наверное, думали, размер аудитории, да? Абсолютно. На первом месте всегда стоит качество аудитории. Что такое качество аудитории? Как вы понимаете? Не. Насколько активна аудитория? Дело в том, что, не открою, да, наверное, секрет, все знают, есть сервисы, которые позволяют вам за определенную сумму прокачать аккаунты.
Поэтому, когда к рекламодателю приходит, говорит, у меня 2 миллиона подписчиков. Классно, супер. А какой engagement rate? 0,02%. Понятно, что это боты, случайные, купленные лайки. У человека может быть 1000 подписчиков, но уровень вовлеченности очень высокий. И таких людей называют или лидер мнений, инфлюенсер, или микроинфлюенсер. С ними тоже нужно работать. Будьте, не надо, вам не нужно большое количество подписчиков, серьезно. Вам нужны люди, которые будут с вами разговаривать, которым по-настоящему интересен продукт. Вот после этого к вам придет рекламодатель и скажет, ребята, вот мои деньги, мне от вас ничего не надо, хотите на Канары потратить. Второй размер аудитории. Тот самый случай, когда размер не имеет значения. Ребята засмеялись, а девчонки пс сделали. Смешно. Ребята, сразу, когда говорим про размер аудитории, будьте добры. Как бы вам не хотелось иметь огромные цифры в фолловерах, не идите на обман. Я сидел на этой сцене, прям вот не знал, сдерживался. Миша видел мои потуги, оценил, он говорит, молодец, сдержался. Наши СМИ иногда прибегают к левым схемам для того, чтобы накачать трафик. И думают, что никто об этом не знает. И они сопротивляются прозрачности. Мы говорим, ребята, а поставьте счетчик. Они говорят, мы поставили счетчик. Какой? Свой. Это все равно, что, знаете, козла заставить охранять капусту. Он ее сожрет. Понятно, о чем я говорю? Они пытаются быть непрозрачными и при этом пытаться продать нам что-то. Ну, мы-то... мы, конечно, наивные ребята, но не идиоты. Поэтому, ребята, избегайте любого обмана. Будьте абсолютно прозрачными. Не пытайтесь обмануть рекламодателя. Репутация в сети – это самое важное, что может быть. Если у вас не будет репутации, к вам не придут рекламодатели. А особенно на маленьких рынках, таджикистанских, все друг друга знают. Тут бывают такие люди, которые, например, нас обманут и уходят, пытаются кого-то обмануть. Но самое смешное, что те люди, которых обманывают, они приходят к нам и говорят, слушай, а что там происходило? И мы рассказываем, а потом очень неудобно этим людям становится. Избегайте, какой бы соблазн ни был, все понимают, да? Обман – это плохо. Все понимают? Все понимают? Спасибо, ребят. Так, ладно, говорим о второй целевой аудитории. Первое – это те люди, которые приходят. Второе – это рекламодатели. Рекламодатели – это так называемый бизнес-то-бизнес сегмент. С ними нужно работать. Вчера был очень хороший вопрос. Рекламодатели сами к вам приходят или вы идете к рекламодателям? Если рекламодатель не идет к вам, то вы должны пойти к нему. Понятно? Но рекламодатель вам будет задавать неудобные вопросы по аудитории, по всему остальному. Здесь бы я посоветовал вам сделать одну простую вещь. Не изобретать велосипед. Есть два способа зарабатывать на вашем контенте. Первый – это автоматизированный, второй – это прямой. Вот сейчас об этом поговорим. Но если не уверены, пойдите в рекламное агентство. Пойдите к специалистам, которые уже это делают, поговорите с ними. Они вам расскажут, как правильно сделать, потому что они заинтересованы в том, чтобы сбалансировать интересы рекламодателя, который хочет платить меньше, и вы хотите получить больше. Правильно? Производители контента. Нет? Какие-то вы не жадные, ребят. Уже сказал об этом. Продажи вашего контента возможны двумя способами. Первый – это автоматизированные продажи. Это, в принципе, любая форма, которая позволяет вам осуществлять плейсмент. Ну, как правило, вам для этого нужен сайт, для того, чтобы пользоваться вот этими системами. Что вы делаете? Вы подключаетесь к этим системам, и они сами находят рекламодателей. Например, программатик платформы, они практически мгновенно находят вам рекламодателя. Но они ориентируются на две вещи. На то, какой рэнк у вас в Гугле и какая аудитория у вас. Если вы не ставите правильно счетчики прозрачные, которые понимают мировые системы, вы в эти системы не попадете. Одна еще из причин быть правильными. Второе – это прямые продажи. Прямые продажи подразумевают, что вы приходите к рекламодателям и говорят, слушайте, ребята, давайте мы что-то с вами сделаем. Обязательно, ребят, запишите, сфотографируйте это, потому что когда дойдет, у вас блог будет, вы будете думать, где взять деньги. Все же деньги хотят. Кого мы позвали? У них цели в жизни есть какие-нибудь, нет? Ребят, деньги – это офигенная штука, серьезно. Если, да, я банально сказал, конечно,
Но на всякий случай, если вы забываете, очень часто вы забываете одну вещь делать. Вы производите контент, но забываете попросить за него деньги. Серьезно. Это самое плохое, что может быть. Еще одна важная вещь. Кто-то сегодня сказал, спрашивайте. На самом деле, просить и спрашивать нужно всегда. Просто нужно понимать, о чем говорить. Ну или хотя бы иметь представление, о чем говорить. Поэтому фотографируйте, спрашивайте. Смотрите, я намеренно здесь показал прямые продажи, subscription and donate. Мы об этом поговорим дальше. Но спонсорство и плейсмент – самые популярные формы взаимодействия с потребителями. Тут вчера от Лукао была тема про нативную рекламу. Не нужна вам нативная реклама. Ребят, если у вас есть сайт, вам проще подключить автоматизированные системы и не париться с законом. Просто пусть вам деньги идут постоянно. Как это выглядит? Смотрите. Автоматизированные продажи, они позволяют вам добиваться следующего. Вы меньше работаете, быстрее продажи и больше сделок проходит. Но вам для этого нужна платформа. Правильно? Молодцы, уже хорошо. Второе, прямые продажи. Здесь платформа не нужна, вы можете быть в соцсетях. Хотя в соцсетях Google, например, может капитализировать, Facebook может капитализировать ваши аккаунты, если вы позволите им. Здесь больше доходность, больше инвентаря есть, то есть вы можете разные формы взаимодействия сделать. И надо понимать, что это гемор, серьезно. Одно дело, вы с машиной разговариваете, когда вы машине задаете параметры, она считывает и показывает. Другое дело, приходите к рекламодателю. А вы же знаете, да, в Таджикистане какие рекламодатели? Они все знают, они знают все, но, к сожалению, не точно. Пример. Давайте я немножко по-другому его сделаю, чтобы было более понятно. Вы приходите к врачу. Говорите, врач, мне плохо, у меня глаз вываливается, что мне делать? Доктор делает все анализы, МРТ, я не знаю, эхограмма, все приходит, говорит, так, мы будем делать вот это, вот это, вот это. Вы ему говорите, не, моя бабушка сказала, пластырь нужно, и все пройдет. Серьезно, рекламодатели так и делают. Они зовут тебя, а потом, если ты не угадал тот вариант, который они в голове придумали, ты не прав. Поэтому с ними работать очень сложно. Серьезно. Кстати, когда вы станете успешными, и опять же, заметьте, я говорю, когда вы станете успешными, не повторяйте этих ошибок. Если вы зовете человека, у которого есть навыки, которых нет у вас, будьте добры. Если вы их позвали, слушайте их внимательно. И делайте то, о чем они вам говорят. Это не я. Это, видимо, знак сверху. Так, еще два важных элемента прямых продаж. Когда у вас есть аудитория, вы можете сделать одну вещь. Попросите аудиторию оформить небольшую платную подписку. Не бойтесь просить. Я знаю очень много примеров, когда люди просили небольшую плату на регулярной основе, и те люди, которые платили, они охотно откликались на это. Есть другая форма. Сегодня можно попросить донейт. Есть Patreon, платформа, куда вы приходите и говорите, ребята, вот я произвожу вот этот контент, будьте добры, просто кто сколько сможет, для того, чтобы я был успешным. Ее использует, например, мой братишка Джама Джурабаев для того, чтобы, несмотря на то, что он зарабатывает в месяц больше, чем все дизайнеры в Таджикистане в год вместе взятые, тем не менее он на этой системе открыл аккаунт и регулярно получает донейты. Так вот, самое смешное, что там есть люди, которые офигенный контент производят, а есть люди, которые не производят популярного контента. Там, например, есть девочка, которая рисует аниме. Но она зарабатывает $6000 в год на одной платформе. В месяц. Какой год? Да я бы и в год согласился. Представляете? То есть, если у вас есть интересный контент, если он интересен каким-то людям, не бойтесь их просить помогать вам. Это еще важнее, чем рекламодатели. Сфоткали? Ладно. Так, давайте суммируем то, о чем мы говорили, потому что мне Мухаммад Али показал уже табличку, что у меня есть 10 минут. Я надеюсь, это в этом выступлении, а не в жизни, поэтому... когда Мухаммад тебе говорит, у тебя 10 минут, тут, ребят, создавать интересный контент. Это самое важное. Мы говорили об этом. Контент – король. Это очень важно понимать. Интересный контент. Помните, да, как создавать интересный контент? Нужно ответить на 3 вопроса. Какие вопросы? Быстренько. Кому? Кому? Что? Почему у нас? Блин, браво, какие вы умные, а? Серьезно.
Второе, замеряйте интерес. Смотрите, как люди лайкают те или иные вещи. Вот Настя очень много про это говорила. Есть системы сервисов, которые позволяют вам замерять. Есть очень много программ для аналитики. Но самое простое — это просто смотрите под своими постами, что лайкают и как реагируют, и что обсуждают. Это для вас будет хорошим индикатором того, куда двигаться. Можно делать это вручную. Это, конечно, геморрой, это заноза в одном месте, но если не хотите деньги тратить, тратьте время. Ну, значит, правильно говорю. Замеряйте интерес. Третий шаг какой? Логичный. Вы знаете, кто ваша целевая аудитория, вы знаете, какой контент ей нравится. Какой третий шаг? Оставляете только тот контент, который популярной аудитории целевой. Мы сегодня разговаривали с ребятами, лаваш видели, да, здесь? Я говорю, ребят, вы лаваш называете, а почему у вас в Инстаграме ни одного лаваша нету, есть бургеры? Они говорят, ну не знаю, ну лаваш самое популярное блюдо. Всегда лучше быть монопродуктом, хотя бы в начале. Серьезно. Не очень высокая вероятность того, что вы можете одинаково успешно делать разные продукты. Но уж один продукт точно вам поверит, что вы делаете хорошо. Ну, пример. Все знают, да, ребята, кто уже на своей машине и чуть больше денег, чем обычный студент, все знают несколько точек в городе, где делают хороший плов. Они не делают ничего другого, они делают только хороший плов. Притом они даже не очень заморачиваются на чистоту, серьезно. Мы были в одном месте, плов классный, но мухи пытались сожрать наш салат. И все к этому нормально относились, представляете? Монопродукты тоже хорошо. Если вы умеете делать что-то хорошо одно, будьте специалистом, узким специалистом, и обязательно к вам придет аудитория. Ну и последнее, ребят. Когда мы все это сделаем, вам остается просто воспроизвести успех. Это рабочая схема. Можно записать. Ладно, у кого осталось впечатление, что все это сложно? Руку поднимите. Браво, браво. Вот хорошо. Я тебе потом отдельно расскажу. Можно, да? Все возможно, да? Сложно. Не сложно, абсолютно, да? Просто когда вы в следующий раз придете в агентство и скажете, ребята, или к рекламодателю, у меня есть вот это, помните, что они вот эти вопросы в голове прокрутят, а потом вернутся к вашему предложению. Знаете, в чем беда? Дело в том, что вы очень часто рассчитываете на то, что кто-то вам что-то скажет. Вы приходите к рекламодателю и говорите, у меня есть офигенный контент, давайте разместите рекламу. Рекламодатель говорит, дайте нам свое коммерческое предложение. Вы отдаете коммерческое предложение, и что происходит потом? Ничего. Фидбэка нету. Поэтому вот сейчас вы знаете, что писать в коммерческом предложении, о чем говорить с ними. И последнее, не бойтесь спросить. Я же не говорю про то, что вы должны прокачивать свои скиллы. Это просто непременное условие. Если вы хотите быть интересными, вам нужно разбираться в чем-то. Ну или, по крайней мере, наоборот, не разбираться, а признавать. Мы же любим шоу, когда человек приезжает, ничего не умеет и пробует себя в какой-то профессии. Все, наверное, смотрят такие шоу. Вот о чем я хотел поговорить. Вы поколение Гугла, вы все хотите быстро. Как вы думаете, сколько вариантов ответа на этот вопрос дал мне Google за 0,4 секунды? 25 с лишним миллионов вариантов. При этом, когда я спросил у Гугла, теперь скажите мне, пожалуйста, где конкуренции меньше? Все логично, ребят. Прокачивайте скиллы, становитесь специалистами. Когда я говорю специалистами, просто разбирайтесь в чем-то чуть лучше, чем другие. Этого будет достаточно. Все же знают, да, американскую поговорку, с какой скоростью вы должны убегать от медведя, чтобы не быть съеденным. Чуть быстрее, чем ваш напарник. Вот это как раз об этом. Но в конце я хочу вас приободрить, потому что мне иногда тема интересная. Я как достаточно взрослый человек иногда смотрю на некоторые вещи и думаю, господи, как? И вот одна из тех вещей. Это Джексон Поллок. Он известный художник. Самая известная его картина называется «Картина номер 5». У меня вчера случилось два события рано утром. У меня собака начала блевать, а у кота пошла кровь из носа. Вот на ковре была такая же картина. Ну, почти такая же, ладно, надо признаться честно.
Вот. Я думаю, если бы собака... Было бы полное сходство, серьезно. Вообще один в один. Как вы думаете, вот это безумство за сколько продали? Ребята, у вас у каждого сидит офигенно внутри вот это. Вот сейчас видели, да, блин, фигня же, я тоже так могу. Поймайте вот это ощущение, что вы не хуже других. Пусть оно останется, серьезно. И попробуйте его развить во что-то. Говорите, спрашивайте, не бойтесь самовыражаться. Потому что иногда вот такое безумное самовыражение может стоить вот таких безумных денег. В конце, Мухаммад, Господи, ты здесь? Сколько у меня осталось? Спасибо. Вопрос на 100 баксов. Цитата. Чья? Макдональдс? Неправильно. Пишите вещи, о которых бы стоило прочесть. Делайте вещи, о которых стоило бы написать. Если бы, я же подсказал вам же. 18 век, ребят. Ничего не изменилось. Контент-король. Это все, что я хотел вам рассказать. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо. У нас осталось время поговорить? Ребят, давайте вопрос. Обожаю. Вот первый вопрос у меня. Да. В YouTube есть канал, называется «Требуется маркетолог». Ага. Вот недавно, как год, там нет видеороликов. Да. Можно узнать, почему? Или будет в будущем такое Будет. продолжение? Будет, обязательно будет. Да. Это наш канал, мы его ведем. Нет, к счастью, он там не выступает. Хотя мы сделали открытую платформу, хотели позвать маркетологов для того, чтобы ребята поделились опытом. К сожалению, кроме меня, никто опытом делиться не захотел. Тут два варианта: или опыта нету, или жадность просто. Но там все равно сейчас туча хороших видео. Спасибо за вопрос, ребят. Подпишитесь на «Требуется маркетолог». Кстати, если будут вопросы, практические вопросы по применению каких-то правил, обращайте туда, мы обязательно ответим, сделаем видео. Да я тебя услышу и громко озвучу. Нормально слышно. Мы недавно с пацанами начали снимать вайны. Офигенная история. Начали снимать вайны. Так вот, у нас есть уже, мы рекламируем несколько вещей, там кафе, буфе, бывает по мелочи, да. И вы сказали, количество не так важно, но у нас контент, страничка активная. Активные все, нет ботов, 6 тысяч мы сейчас набрали за 3 месяца где-то. Когда обращаешься к рекламодателю, они говорят: наберите хотя бы 30 тысяч, потом мы с вами будем говорить. Они вот это вот говорят. Но нам пишут те, у которых 100 тысяч подписчиков, и говорят: прорекламируйте нас в сторис. Может, мы не к тем обращаемся. То есть они видят количество, ценность в количестве подписчиков. Я услышал тебя, приходи к нам, мы тебе поможем. Хорошо? Я приду к вам, Супер. спасибо. На самом деле это... Не, ребят, тут ничего смешного нету. Вы чувствовали, сколько боли было, да? Они тратят огромное количество времени на шлифовку продукта, серьезно. Они продукты делают просто идеальными. Ты хочешь сказать адрес, да? Не, я знаю, я вас знаю давно, вы меня знаете давно, просто мы забыли это. Просто... Прости, пожалуйста. Я приду. Еще один важный. Мы недавно в Инстаграме, мы старички такие, нас заставили подписаться. То есть мы это снимали для себя. Обычная история. Я понял вот кое-что. Мне один парень сказал. То есть одно видео у нас набрало слишком много, не здесь, но в другом аккаунте, много лайков, да, по-моему, лайков. Да, просмотров. Оказывается, есть конкуренты, которые специально тебя накручивают, чтобы у тебя потом были проблемы. Вы знаете, такое есть реально? Я не знаю, зачем я это сказал. Давай на профессиональный жаргон не будем. Все, отдавай микрофон, я тебя Все, услышу. ладно. Ребят, Я приду к вам.
Это проблема общая. У нас два вектора есть. Первый, у нас рекламодатели, к сожалению, не очень хорошо понимают, что такое маркетинг и вообще как выстраивать стратегии. Серьезно. Мы сегодня с Настей обсуждали, она очень отдельную вещь сказала, ту, которую мы уже лет 10 говорим. У нас рекламодатели, у них нету стабильности. Что они делают? Кого нанимают? Вот здесь в зале все пришли про маркетинг слушать. У кого есть образование маркетолога, руку поднимите. Прям в дипломе написано маркетолог. 3 руки. 4,5. 5. Ты тоже? А ты просто поприветствовал меня? Ты врач недоделанный, как и я. Вот это большая проблема. Вакансий маркетологов больше, и они набирают людей со стороны. Приходит человек, говорит, я работал журналистом, я вам сейчас сделаю здесь революцию. Последовательность должна была. Бренды не выстраиваются за один день. Кока-кола стала Кока-колой за, 100 с лишним лет. Посмотрите, любая известная компания, это не те компании, которые появились вчера. По-настоящему известная компания. Вы должны вкладывать деньги, большие деньги, и вы должны делать по-другому. Вы должны вкладывать усилия в бренд в течение долгого периода. Вы хайпануть можете, но вы уйдете со сцены быстро. Серьезно. Очень часто это происходит. Поэтому будьте последовательны. Кто говорил? Как минимум 15... вчера говорила Шахло. Она говорила, что если вы собираетесь сделать какой-то проект, у вас минимум 15 выпусков должен быть план. Я согласен, но у вас должен быть какой-то план вперед. Количество подписчиков не имеет значения, качество аудитории. Серьезно. И надо выбирать рекламодателей. Я еще раз говорю, приходите в рекламное агентство. Рекламное агентство, которое по-настоящему, не те рекламные агентства, которые делают ролики, которые ты приходишь и говоришь, прикольно. А приходят, да, и задают вопросы правильно с точки зрения маркетинга. Понятно? Вообще, как найти правильное агентство, это отдельная тема. Самое простое, зайдите на сайт Ассоциации рекламных агентств, посмотрите их участников. И это люди, у которых есть экспертиза 100%, потому что они знают, они покупают данные, покупают мониторинг, и они знают, как вообще весь процесс выглядит. Еще вопросы? Приветствую вас, Ширалей. У меня вопрос насчет, эволюции блогеров, можно сказать так. Хороший Если вопрос. вы помните, раньше было модно вайны снимать, сейчас уже модно пранки, над людьми они смотрят их реакцию, и их аудиториям это интересно. Вопрос у меня такой, как вы считаете, когда все это безумство с пранками, краской обливают друг друга, когда это все уже станет не модно, на какие еще безумства пойдут эти блогеры? Я бы поправил вопрос, и пранки, и вайны — это не новое событие, серьезно. Мы в школе делали то же самое. Я минимум раз в 3 месяца бывал в отделе по работе с несовершеннолетними, потому что занимался пранками. Как выяснилось потом. Вообще-то это мелкое хулиганство называлось в наше время. И за это реально можно было загреметь в спецшколу. Спецшкола — это такое интересное заведение, она как школа, только с решеткой. У каждого поколения это циклично, это все приходит. У следующего поколения будут свои пранкеры, будут свои вайнеры. Да, может, они по-другому будут называться, но это будет. Нету сегодня, благодаря интернету, ты можешь сесть, что ты стоишь? Сегодня, благодаря интернету, у вас нет ограничений, о чем говорить. Свобода выражения, она абсолютная, серьезно. Вы можете делать безумные вещи. Просто вы должны понять, насколько вам это нравится, насколько вы готовы, насколько аудитория пойдет за вами, насколько вам интересно будет то, что вы делаете. И все. Поэтому, да. Вопрос. Да, можно сидя. Можно, да? Спасибо. Здравствуйте, Ширали. Сегодня Алим и Настя приводили много примеров с Казахстана, какие у них были удачные контенты и сейлы или другие какие-то суперские слова. Какой вы бы могли привести контент в рамках Таджикистана, чтобы мы, как аудитория, одна из целевых, могли сказать, да, это был контент King или это был контент Fail, то есть какой могли привести пример? О, черт. Дело в том, что разный уровень рынка. Мы, например, больше сейчас озадачены... Сейчас я объясню, почему у нас яркие такие вещи. У них рынок уже перенасыщен. То есть там очень много в диджитале игроков. А я имею в виду рекламодателей. И для того, чтобы быть заметными, тебе нужно придумать какие-то новые формы. В Таджикистане, слава богу, ситуация другая. Вам не нужно изобретать велосипед. Почему, например, 2 последних или 3 последних года самым популярным видом рекламы, куда больше всего денег загонялось, была наружная реклама? По-моему, самый идиотский вид рекламы, серьезно. Почему? Потому что она работает.
Вот когда она перестанет работать, люди начнут придумывать другие вещи более интересные. По поводу фейлов, фейлы вы сами знаете. Фейлов туча было. Хороших примеров, ярких, как она, ну, наверное, парочку-тройку вспомню, но не буду сейчас никому рекламу делать. Ответил на вопрос? Еще, ребят, смотрите, очень часто вы приходите на рынок и думаете, блин, а какая ниша не занята, дай-ка я ее займу. Может быть, это хорошо, но посмотрите, где больше всего денег. Там, где высокая конкуренция, там больше всего денег. Если сегодня больше подписчиков у Вайнов, зачем вам делать блог о разведении блох на попе своей собаки? Не, я уверен, что у вас будут подписчики, какие-нибудь безумные извращенцы, такие же, как и вы. Вот. Но тем не менее, идите туда, где больше всего аудитории. Это вам позволит быть, наверное, более прибыльными. Делайте то, что делает Coca-Cola. Coca-Cola наш любимый партнер. Ну, ребят, серьезно, подумайте сами, компании, как много вы знаете вы компании, которые, ну, самый популярный продукт в мире какой? Coca-Cola, все, а что нам другие примеры приводить? Так, у кого вопрос был? Да. Йоу, Кешер, как вы, все хорошо у вас? Супер. Вы крутой чел. В стиле Киану Ривз. Помните выступление, да? Я не помню, но спасибо. Спасибо. Вопрос такой. В мире конкуренции, то есть очень много компаний запускают слишком много продуктов, даже одинаковые, да? И чтобы привлечь других клиентов, одни стараются снизить цены, и это не обеспечивает долгосрочный период. Почему? Ну, ты сам же ответил на свой вопрос. Ребят, смотрите, если бы мы покупали только из-за цены, если вы пытаетесь конкурировать только ценой, мы бы никогда не развили экономику, серьезно. Самый удобный вид обуви какой? Галоши. Зимой и летом одним цветом. Мыть не надо, крем не нужен, стоят копейки. Правильно? Исходя из этой логики, самый удобный способ передвижения в Таджикистане что? Осел, правильно. Почему мы покупаем Лексусы? Потому что мы так созданы, мы всегда взвешиваем ценность и цену. И самое главное, о чем вы должны помнить, цена, как правило, не имеет значения. Имеет значение ценность. Мы же все понимаем, что iPhone по функционалу от Xiaomi не очень сильно отличается. Но по цене он отличается в 3 раза. Согласны? И вроде бы Xiaomi может закрыть нашу потребность быть крутыми. Не. iPhone это круто. Xiaomi, ну, у них хорошая камера. Да? Конечно. Ты сейчас что угодно можешь придумать, да? Все, я заканчиваю. Ты же сказал, вопросы-ответы можно делать. Ну ладно. Прокачивать ценность, создавать ценность. Ладно. Ребят, меня гонят уже со сцены, говорит, пошел прочь неугодный Богу человек. Мухаммад сам это говорит. Ребят, серьезно, я есть в Фейсбуке. Можно подписаться. Шер Джурабаев, здесь не моя фамилия, но тем не менее. Меня легко найти. Пишите вопросы, приходите в агентство в наши, в любые. Ребята, самое главное, ничего не бойтесь. Кроме того, что не разрешено законом. Все остальное можно попробовать сделать. Вдруг получится. Поаплодируйте себе сами, ребят. Давайте будем честными. Спасибо, что пришли.